твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. И «Персонально ваш» сегодня по скайпу на прямой связи с нашей студией вице-премьер правительства Башкортостана по межнациональным и межконфессиональным отношениям Азат Бадранов. Здравствуйте, Азат Шамилевич. Добрый день, Руслан. Поскольку мы работаем в прямом эфире, наши слушатели могут к нам присоединяться с помощью своих реплик и вопросов, которые могут отправлять с помощью смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram по номеру +7 927 304 1051. Пожалуйста, старайтесь писать в Telegram, туда сообщения доходят быстрее и целее. Прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе у нас традиционно идет. Ну, на злобу дня первый вопрос, наверное. Ваше мнение, история в Кармаскалах — это чисто бытовая история или все-таки она имеет межнациональные корни какие-то? Абсолютно бытовая история. Имеющиеся материалы, которые вот все мы наблюдали из средств массовой информации, из социальных сетей, и та информация, которая приходит нам по линии взаимодействия с силовыми органами, она говорит о том, что это история про долговые обязательства и про вот такое неумелое решение этих вопросов по долговым вещам между двумя гражданами. То есть, как мы выяснили, в этой истории каких-либо столкновений с этническими диаспорами не происходило. Но все-таки какие-то странные и очень противоречивые версии прозвучали, особенно поначалу в СМИ. Некий армянский след. На ваш взгляд, его вообще нет? Или все-таки хоть что-то там где-то можно найти? Подтверждение наличию этого так называемого армянского следа мы не нашли. То есть участниками конфликта, как мы поняли, они не являлись. То есть первоначального конфликта, послужившему триггером для всех последующих событий. В части воспользовался ли кто-то этой историей для того, чтобы притянуть сюда армянскую диаспору, либо какую-то иную этническую диаспору, я думаю, что в этой истории правоохранительные органы разберутся. Ну, раз уж мы заговорили вот об армянском вопросе, хотя вроде как его и нет, но все-таки активистка Рамиля Саитова довольно-таки резонансно на эту тему высказывалась, и на это как-то внимания никто не обращал, и вот на нее обратили внимание лишь уже в связи с крестами православными, которые по республике стоят. Почему, на ваш взгляд, вот так происходило? Ну, то есть, понятно, что кто-то говорит, что не стоит на это внимание обращать, в общем, бредом сумасшедший кто-то это называет, а кто-то говорит, это неправильно. Очень много последователей, которые буквально воспринимали ее призывы и ситуацию усугубляли. В чем вопрос, Руслан? Вопрос. Почему, на ваш взгляд, так долго не было каких-то реакций официальных ни от властей, ни от силовых органов? Насколько я наблюдал и видел эту ситуацию, в том числе ряд вот этих заявлений на протяжении определенного времени, резонанс высказывание этой дамы все-таки вызывал в обществе. То есть, и что здесь радовало, преимущественно подавляющая часть общества, она осуждала те высказывания, действия, характер вот этого эпатажа Рамили Саитовой. Это во-первых. Во-вторых, здесь следует понимать, что вот силовые органы, как реагируют. То есть мало иметь просто высказывание, достаточно резкое, либо для любого здравомыслящего человека объективно находящегося на грани с экстремистскими высказываниями по нашему внутреннему убеждению. Для принятия каких-либо процессуальных вещей необходимо проведение соответствующих экспертиз. То есть ни один правоохранительный орган не может просто по своему усмотрению принять какие-либо решения в отношении гражданина,
просто на основании вот есть видео, высказывание какое-то, и есть позиция, что это неправильно. Эта позиция должна подкрепляться определенной экспертизой. Почему очень быстро произошло задержание после вот высказывания по крестам? Поскольку был, во-первых, мне кажется, все-таки там эти экспертизы по ее предыдущим каким-то высказываниям где-то на подходе, вероятнее всего, это мы скоро узнаем. Это первое. Второе, было высказывание, был призыв сжигать конкретный крест, сбор в конкретном селе, и в этот же вечер после этого высказывания этот крест сгорает. Ну, там его поджигают, попытка уничтожить. Ну, понятно, да. Это было в новостях. Есть призыв, есть действие. Если бы не было действия, если бы не было совершено это правонарушение, то я думаю, что так же все вялотекуще бы и шло. Понятно, то есть есть уже как бы конкретные события, на которые можно быстро отреагировать. Хотел бы я вот, как вице-премьера, по поводу экспертиз. Вот вы их сами упомянули сейчас, что они делаются зачастую, и нужно их дожидаться. А насколько правильно вообще в судебной системе оперировать вот этими экспертизами? Неужели нельзя суду, будучи как бы самостоятельной инстанцией, и судьям конкретно, будучи грамотными людьми, самим принимать решения, самим анализировать события, высказывания и так далее? Ну, зачастую судьи это такие же люди, как и мы. Они специалисты в процессуальном праве, но не всегда специалисты в каких-то отдельных областях. Поэтому здесь зачастую без экспертиз невозможно как-то продвинуться в судебном процессе. Поэтому, может быть, эта система несовершенна, система судебных экспертиз, но, по крайней мере, пока другой альтернативы нет. Ну, в общем, понятна ваша позиция. Ну что ж, ладно, это были последние как бы частные истории. Хотелось бы немножко о глобальном, что ли. Вот на День Республики, точнее, ко Дню Республики вы публиковали очень большую статью такую с размышлениями по поводу события этого, которое случилось 30 лет назад. И, в общем, вот у меня сложилось такое впечатление, что вы большей частью негативно, что ли, оцениваете период первых 15 лет, когда Башкирия обладала, по мнению, по крайней мере, части наблюдателей, большими правами и большими вот этими финансовыми возможностями. Вот как-то можете разъяснить позицию все-таки? Или, может быть, я ошибаюсь, или я неправильно воспринял ваш посыл? Мне кажется, что не совсем верно вы восприняли мой посыл, поскольку речь в статье шла изначально о правильном или неправильном восприятии и дискурсе. То есть о правильных смыслах, которые были наполнены прошедшие 30 лет. Изначально статья начинается с того, что 30 лет назад не совсем верно стали использовать слово «суверенитет» по отношению к республике и по отношению к процессам, которые происходили в республике. Повышение статуса прав, повышение каких-то возможностей, наличие так называемого бюджетного федерализма. Эта вся история, понятно, что по большей части она положительная для республики. В целом, поэтому в этой части моя критика не касалась, и вообще статья этих моментов не касалась. Другая история, что в восприятиях тех 30 лет по прошествии какого-то времени оно начинает романтизироваться, забываются истинные значения слов и тех событий, которые происходили. Начинается такая романтика очень достаточно наивная местами, когда люди говорят о том, что вот у нас было так называемое время суверенитета, оно настолько было у нас позитивное, положительное, все было хорошо, воздух чище, люди счастливее и так далее, и так далее. А все негативные процессы у нас пошли после того, как мы
пришли, ну, условно, к вертикали власти и к единому правовому полю в стране. И в своей статье я показываю, что на самом деле это не так. То есть экономические процессы, приватизация, уход и увод больших предприятий, это все начинало происходить и в 90-е годы. Это во-первых. Во-вторых, скорее. А ведь в 90-е все-таки реально деньги оставались в республике. Не все, наверное, использовалось, как бы, ну, честно скажем. Но их-то было много, я имею в виду денег. Или это заблуждение? Я с этим не спорю. Денег было побольше, и предприятий живых было побольше. И инерционно мы советское наследие еще тогда не располискали и не растратили, не уничтожили. То есть сохранялись куча хозяйств, рабочих мест в каждом районе. Вот в каждый район практически едешь сегодня, там старожилы вспоминают. Вот у нас был молокозавод, маслозавод, у нас было такое хозяйство, переработка этого, третьего, десятого и так далее. И вот они все переживают, что этого сегодня нет, и люди вынуждены работать по вахтовой миграции. Вопрос же, почему это тогда больше было, да, то есть надо учитывать, что это было некое определенное советское наследие, которое оставалось, и которое было в итоге утрачено. А тенденции и тренды на разбазаривание этого народного богатства, оно началось еще в 90-е годы. В том числе советским наследием были и деятели культуры, наследие, которое у нас оставалось, да, там тот же Мустай Карим, он только в 2000-е годы ушел от нас, и многие другие. Но, к сожалению, в 90-е та система подготовки кадров, воспроизводства культуры, она, объективно, наверное, она и не могла быть сохранена, поскольку то, что было, оно было создано большим государством, где взаимосвязаны там условно и подготовка кадров, если касаться той же литературы, в Литинституте, опубликование, переводная работа в Москве, опубликование федеральных тиражей и так далее, и так далее. То есть рухнула страна, рухнула система, республика, здесь, наверное, объективно не могла воспроизвести то, что было. Но важно, как нам перестроиться и сохранить, организовать это воспроизводство хотя бы в масштабах нашей республики сегодня. Да, есть, кстати, вот вы в статье «Экономику» в том числе упоминаете. И, кстати, есть такое утверждение, что Зауралье зачастую у нас чувствует себя депрессивно и часто придерживается так называемых архаичных взглядов, вы пишете, тут буквально цитата фактически, да, и все это происходит в силу экономических причин. Правильно ведь вы? Я правильно интерпретирую? Правильно, да. Вот хотя Почему так сложилось, на ваш взгляд? Чем Зауралье исторически хуже в Башкирии, чем, я не знаю, западная часть и северная часть? Во-первых, развитие западной территории республики, оно получилось за счет развития нефтянки. Добыча нефти производилась на западе республики. Это раз. Два, ландшафт. То есть запад республики, северо-запад, он более ровный, условно, прорубать те же дороги, коммуникации, прокладывать трубы в горах намного тяжелее и сложнее. Вот. И, соответственно, экономика таким образом была распределена, что вот добыча определенных производств это на западе, на юго-востоке республики совершенно иные, в том числе горная металлургия, которая пришла в упадок в 90-е и 2000-е, те же карьеры. Поэтому объективно такие условия, в таких условиях в Зауралье мы получили сегодня. Поэтому, что касается архаичных взглядов, мы видим корреляцию. То есть там, где социально-экономическое положение, показатели, они
более-менее позитивное, положительное. То есть, во-первых, мы видим, что меньше суицидов на этих территориях, меньше влияния каких-то одиозных религиозных структур, так называемого салафитского движения, и меньше показателей миграции. То есть люди меньше оттуда уезжают с этих территорий. А также вот упомянули сейчас одиозные религиозные структуры, салафитов и так далее. Вот эти термины, они довольно, не часто, но периодически возникают, да, вот во время Куштау они звучали. И существуют ли реальные какие-то социологические или другие научные данные по поводу распространения тех или иных течений? Потому что вот термины-то звучали, и потом даже часть людей, которых так называли, вроде и перестали называть, я имею в виду защитников Куштау, но все-таки вот данные существуют? Да, такие данные есть. Ученые, обществоведы, социологи фиксируют влияние и распространение этих идей, этих организаций. То есть и в Зауралье их влияние больше? Да, да. Зачастую эти данные, они закрытого характера, то есть не публичные, но в научной литературе встречаются и более-менее открытые данные. Можно сказать, что число приверженцев таких течений стало, например, больше, там, условно, в последние 2 года, или сохранилось на прежнем уровне, или наоборот уменьшилось? Оно, наверное, не последние 2 года, за последние 10 лет этот рост мы наблюдаем. Тем временем целый ряд вопросов к нам поступил от наших слушателей, вот в частности в Телеграме, нас возвращают к теме, с которой мы начали наш разговор, и вот нам напоминают, а почему же тогда все-таки в этой истории, когда все это случилось в Кармаскалах, раз вроде как говорится, что нет там национальной подоплеки, причем здесь движение «Башкорт», спрашивает нас радиослушатель с псевдонимом «Своих не бросаем». Подписывайтесь, пожалуйста, настоящим именем. Это оперативная информация, которая поступила из правоохранительных органов о том, что члены организации «Башкорт» выехали, имели некий свой криминальный интерес во всей этой истории. И именно членов этой организации профилактировали правоохранительные органы. То есть эта информация поступила от источника из силовых органов, и транслировалось в информагентство Башинформ. А и существуют ли, опять же, данные, в частности, про движение, уже запрещенной судом организации «Башкорт»? По численности я имею в виду. То есть общественность знает, условно, там несколько человек, там, лидеров, условно, да, которые там публично выступали исторически от их имени. Есть там группы ВКонтакте, но в группе ВКонтакте это там десятки тысяч людей. Вот сколько жителей республики являются реальными последователями данного движения? Есть ли у властей такие данные? Точных у нас цифр, конечно же, нет, поскольку для этого необходимо, чтобы членский учет организации вела и обнаружила. Понятно, плюс-минус там 50. Плюс-минус. Мы не видим какого-либо подавляющего влияния этой организации. То есть есть определенный резонанс, они создают в виртуальном пространстве, в информационном. Та же вот группа ВКонтакте, то, что вы упомянули, где были десятки тысяч, там 50 или 60 тысяч человек. После запрета судом эту группу, по-моему, сами администраторы сделали закрытой, закрыли. И мы увидели, что организация во многом оказалась виртуальной. То есть в период, когда шли судебные процессы по этой организации, либо по какие-либо процессы шли в отношении их лидеров и активистов в результате их той или иной деятельности последние несколько месяцев, мы не увидели, что выходит. То есть было не так много людей. Вы знаете, мы должны с вами прерваться. У нас сейчас будет небольшой перерыв на новости. Я напомню, что в программе «Персонально ваш» сегодня вице-премьер Азат Бадранов. Оставайтесь с нами.
19:30, столица на Эхе. Новости у микрофона Елена Ляховская. Здравствуйте. На площади Свободы в центре Еревана проходит митинг, на который собрались тысячи протестующих. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Акцию проводят 17 оппозиционных партий, критикующих соглашение о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующий документ был подписан премьером Николом Пашиняном вместе с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Из Еревана поступают сообщения о задержаниях участников митинга, в их числе депутаты оппозиционных партий. Больше 30% случаев коронавируса в России бессимптомные, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также рассказала, что показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах. Самая сложная ситуация в Москве и Малнинском округе, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве. Голикова добавила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше 6 тысяч пациентов с COVID-19 сейчас находятся в реанимациях. Власти Петербурга объявили о новых ограничениях. Горожане старше 65 лет обязаны будут соблюдать режим изоляции. С 16 ноября Смольный ограничивает посещение театров и концертов. Количество зрителей в зале может быть не более 50%. Число участников массовых мероприятий городские власти ограничивают количеством в 50 человек. Каждый случай, не попадающий под это правило, чиновники будут рассматривать отдельно. Полный список ограничений приводится в постановлении главы города Александра Беглова. Временные выставки и групповые экскурсии будут недоступны в музеях Москвы с 13 ноября по 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министра культуры Ольги Любимовой. Это также меры борьбы с коронавирусом. За 10 месяцев в России выдали больше ипотечных кредитов, чем за весь 2018 год, который до сих пор считался рекордным. Такие данные приводит РБК со ссылкой на оценки госкомпании Дом РФ. Потенциал дальнейшего ипотечного рынка развития дальнейшего ипотечного рынка в России сохраняется. Завершение льготной программы не помешает ипотеке оставаться доступной для населения, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ипотека в этом году выросла на 14%. Как я уже сказала, большой вклад, конечно, оказывает правительственная программа льготной ипотеки. На кредиты, представленные в рамках этой программы 6,5%, в последние месяцы приходится от 31 до 37% объема выданных ипотечных кредитов. И с учетом смягчения денежно-кредитных условий, действия программы 6,5%, ставки по ипотеке снизились в целом по портфелю, учитывая не только льготные кредиты, это 7,3%. При этом Набиуллина отметила, что Центробанк не видит каких-либо рисков для стабильности ипотечного рынка. В Москве +2, завтра до 3 тепла, без осадков. Елена Ляховская, служба информации «Эхо Москвы». Мам, ну еще 5 минуточек. Дорогая, ну еще 5 минут. Я и сама не хочу отсюда уходить. В ресторане «Печенье развлечения» весело и вкусно. Новое меню, новый лаунж-зал и огромное интерактивное пространство для больших и маленьких семейных праздников. «Печенье развлечения». Проспект Октября, 21. Подробности и бронь столов на сайте cookiefun.ru. По будням с 8 утра слушайте на Эхе Москвы в Уфе и смотрите в социальных сетях «Уфимский разворот». Актуальные новости, интервью и ваши сообщения в прямом эфире. Начинайте день вместе с нами, чтобы быть в курсе событий нашей республики. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Отменить. Гамальдан чыгарырга. Отменить приговор. Хөкем карарын гамальдан чыгару. Отменить приговор. Хөкем карарын гамальдан чыгару. Суд отменил приговор полицейским из Башкортостана по делу об изнасиловании дознавательницы. Мәхкәмә тәфтишчене көчләү эше буенча Башкортостандагы полиция хезмәткәрләренә хөкем карарын гамәлдән чыгарды. Суд отменил приговор полицейским из Башкортостана по делу об изнасиловании дознавательницы. Мәхкәмә тәфтишчене көчләү эше буенча Башкортостандагы полиция хезмәткәрләренә хөкем карарын гамәлдән чыгарды.
В Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, и сегодня «Персонально ваш» по скайпу с нашей студией вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов. Я еще раз напомню номер для ваших сообщений в Телеграме. +7 927 304 1051. Именно туда попрошу вас писать. Ну вот по Башкорту мы до перерыва говорили, все-таки тут и вопросы пришли. Что именно плохого сделала бывшая организация «Башкорт», на ваш взгляд, спрашивает вас радиослушатель? Что именно плохого сделала? На мой взгляд, что трансляция идей, националистических идей, то есть в этом их вред наибольший. И, соответственно, эти действия и акции подобного характера, не исключено, что в Крымскалах руководствовались именно этими идеями. То есть, та версия, которая была озвучена источниками силовых ведомств. Поэтому самое страшное это когда организации подвергают сомнению доктрину дружбы народов, пересматривают ревизия этой доктрины, ревизии исторического пути, формируют определенные мифологемы, направленные на формирование не национальной гордости, а на формирование идей национальной исключительности и таких откровенных уже шовинистических идей. То есть направленные на формирование чувства неприязни, ненависти. То есть, ту же историю республики, историю башкирских восстаний. Можно очень многоаспектно на эти вещи смотреть. Но всегда надо помнить, что это времена, по большому счету, воспитания, формирования молодежи в... Что вы сейчас говорите, так и есть, да? Хотя, кстати, вот не все с этим согласны. Те же самые гости нашей студии зачастую говорят, что ребята, в общем, вели совершенно мирную деятельность, борясь там с алкоголизмом на селе. И вот все-таки все так и есть. Есть ли в этом опасность? Разве такие вещи могут распространиться в здоровом обществе и принести какой-то вред? То есть это общественную. И большая часть людей, она это дело не воспринимает, отторгает. И, в общем, люди с радикальными идеями остаются в меньшинстве, не принося никому вреда. В определенном контексте, ракурсе, в определенных форматах, безусловно, дискуссии на такие вещи вести можно. Однако история нас учит тому, что все-таки такие вещи должны осуждаться, это первое, и обществом в целом, и государством. И государством они должны пресекаться. Поскольку те же общественные дискуссии в условном советском обществе о том, кому принадлежит Карабах, вот из актуальной повестки, да, они с распадом Советского Союза привели к вооруженному конфликту, который, надеюсь, уже угас, но полыхает буквально в наши дни, вспыхнул с новой силой. Это к вопросу о дискуссиях, да, или к вопросу о том, что, да, я, Руслан, с вами полностью согласен, что меня во всех этих историях, попытках раскачать на каких-то национальных вещах, той же Саитовой или отдельных активистов Башкорта, радует то, что большая часть общества всегда осуждает. И всегда у нас очень глубокие традиции дружбы народов, и здравые силы всегда одерживают верх. Но мы с вами видели в истории нашей страны такие случаи, как Кандапога, как Бирюлева. Для того, чтобы случилась трагедия, случилась большая ненависть больших групп населения друг к другу, и не нужно участие большого количества людей изначально. То есть я убежден, если бы
органы полиции, силовые органы не профилактировали вот в минувшие выходные и не остановили эту толпу людей, которые выехали в поиске этнической диаспоры, обижающих башкир, да, то мы могли получить большую-большую трагедию. Достаточно буквально одной жертвы, одной крови для того, чтобы мы бы это очень долго-долго тушили и гасили. Привели пример Карабаха, я вот подумал, а удачный ли это пример в том смысле, что конфликта стало не то, что вдруг разрешили говорить об этом, а все-таки предпосылки-то были исторические, и все-таки я, например, лично склонен думать, что то, о чем запрещается говорить, рано или поздно, в том или ином виде, оно выстреливает, разрешат говорить об этом или нет, работать, допускать, а не закручивать гайки, приводя к тому, что в конце концов это может взорваться. Руслан, вот смотрите, говорить об этих вещах – это одна история. Допускать институционализацию этих вещей, создание структур, создание некой социальной практики этих идей – это другая вещь. Государство такие вещи всегда будет пресекать. Так же, как были пресечены в свое время русские националистические движения, любые иные, неонацистские там, и так далее, и так далее. То есть это все вещи одного порядка. Понятно, что от ядра нацизма, наверное, там разное удаление этих организаций. Кто-то ближе, кто-то дальше, но все это ведет вот к таким шовинистическим достаточно вещам. Поэтому и здесь, когда государство генерирует иную социальную практику, а именно доктрины дружбы народов, диссонирующие с ними идеи, они не могут идти рядом. То есть мы можем дискутировать, обсуждать, как экстремистские вещи там популяризируются, как их пресекать, почему это плохо и так далее. Признавать, что это хорошо, это добро там, и так далее, в нашем многонациональном и поликонфессиональном обществе мы не можем. Вот смотрите, хотелось бы немножечко, чуть-чуть в прошлое как раз, вот в связи с Башкортом в том числе. Как бы не секрет, что активисты Башкорта — это члены бывших, около, не скажу про правительственных, но, наверное, около правительственных структур, молодежных организаций, которые возникли, по сути дела, с подачи республиканских властей того периода. Значит ли это, что национальная политика, в частности, молодежная общественная национальная политика, была ошибочной в первые годы вот башкирского такого суверенитета активного? Эти ребята как раз-таки возникли в нулевые десятые годы уже. То есть то, что мы наблюдали в 90-е годы, создание национальных организаций, там они еще откололись от комсомола. Там люди немного иного порядка были. Они окончили советские школы, они советскую культуру впитывали, в хорошем смысле советскую, пропитанную дружбой народов и так далее. То есть, и в 90-е они по большому счету стали таким национальным крылом бывшего комсомола. Вот. А уже в 2000-е и 10-е годы, да, действительно, ну и 2010 год, когда произошла смена власти, существует точка зрения, что смена произошла, поскольку федеральный центр увидел опасность усиления этнократических настроений в республике, и поэтому произошла эта смена. И примерно в это же время создаются вот эти организации, о которых вы говорите. То есть, и в этой части, да, это бесспорно было ошибкой поддерживать такие организации. При этом мы с вами видим, что после смены, после ухода Муртазы Губайдуловича с приходом Рустема Закиевича, эта тенденция, она никуда не делась. Также тоже ошибкой было в национальной политике 10-х годов
поддерживать эти организации, считая, что вот поддерживая их, подпитывая их какими-то денежными, финансами, иными средствами, мы купируем какие-то проблемы, легализируются. Произошло как раз-таки наоборот. И когда 2 года назад сменилась власть в республике, пришел новый руководитель, подобная практика предлагалась и ему, от чего он, как известно, отказался. Он сказал, что... Знаете, пока впечатление такое... Ни к чему хорошему не приводит. Как раз-таки вот эти настроения, они, в общем, как минимум не исчезли. Усиливаются они на местах. И вот, кстати, на эту тему нам Индира пишет: соберите круглый стол по вопросам национальных проблем с привлечением широкого круга общественности, а не преподавателей вузов. Тут нам сразу рецепт предлагают. Что на это скажете? Или у вас есть свой рецепт на этот счет? Почему? Мы не против круглых столов, это хороший формалистов. Вот и, соответственно... Также Индира нам писала чуть раньше, вот, да. Вы поменяли свое мнение по поводу Куштау, спрашивает она вас. Переслушала вашу речь на молодежном форуме в августе в Кугарчинском районе, пишет она. Вот, и, соответственно, спрашивает, как, вот, что вы теперь думаете на этот счет? По поводу Куштау. Что значит поменял, не поменял позицию? Я член команды республики о разработке горы. Соответственно, команда реализовывала это решение. Позже, да, главой республики было, он признал, что недооценил, и было ошибочное мнение. Он увидел широкое движение защитников, соответственно, гора под защитой, да, то есть, соответственно, мы как команда решение. Ну да, он неоднократно повторял, что... Ошибку и, в общем, мнение свое поменял. Вот, кстати, здесь хотелось бы отдельно отметить, поскольку круг защитников Куштау был довольно широким, ну, как все признали, да, что это не только активисты БО «Башкорт» там, значит, действовали, но и широкие круги другой общественности. Как вы видите перспективы наиболее активных ребят вот из этих кругов на то, чтобы впоследствии стать какими-то значимыми фигурами в общественной жизни? В частности, приведу пример движения «Зеленый щит» Башкортостана, которое создано на основе Координационного совета защитников Куштау. Ну, хотя можно не зацикливаться только на этом движении, да, а в целом, вот что вы думаете? Перспективы у них, как и у всех граждан Республики России, всех общественников. То есть все зависит только от них. Насколько они смогут быть в актуальной повестке, насколько они смогут перерасти моменты хайпа и выстроить, предложить людям более глубокие идеи, более долгосрочные, конструктивные идеи, инструментарий их реализации, то есть свое видение. Оно ни одно движение и ни один общественный деятель, политик, не видя и не предлагая что-то более глубокое и долгосрочное, ну, у него перспектив нет. То есть на одном хайпе отдельных событий и мероприятий далеко не уедешь. И, собственно, мы, в общем-то, это и наблюдаем по части вот активистов и деятелей, которых выдвинула история Куштау. Ну и, в принципе, то, что Координационный совет преобразился в новую организацию «Зеленый щит», это, наверное, как раз-таки показатель того, что ребята в поиске дальнейшего развития. То есть, как мне кажется, это вот как раз показатель того, что они перешагивают вот эти моменты хайпа и так далее. Поэтому, если они смогут выдержать эту линию, построить конструктивную линию, я думаю, что перспективы у них, безусловно, высокие и большие.
Понятно. Нас тут, точнее, вас очень просят прокомментировать вот такой тезис, довольно спорный, на мой взгляд, но я вот все-таки прочту. Мы живем в Башкирии, и тут должны решать мы. В Чечне решают чеченцы, в Дагестане дагестанцы, а у нас зачастую решают приезжие, которые даже не в составе страны. Ну, видимо, опять армян имеют в виду. Вот как вам такой тезис? Этот националистический выпад даже комментирует. Во-первых, у нас республика многонациональная. Тут национальный состав несколько иной, чем в той же Чечне, да? Ну, это раз. Два, я считаю, что я, в общем-то, приложил немало сил для этого, 10 лет устраивая наших ребятишек в вузы Москвы и Питера, для того, чтобы, да, вот если упрощать, мы устраивали много разных ребят, и башкир, и татар, и русских, и в том числе вот наших ребятишек всех мы устраивали, чтобы наши, как раз-таки, если вот упрощенно этим языком говорить, решали здесь, но решали не потому, что они по праву земли или по праву этнического происхождения, а решали потому, что они стали профессионалами, они опытные, лучшие, профессиональные и так далее. То есть, если бы вот национально озабоченные граждане направили свою энергию вот в такое развитие этноса и народа, то пользы было бы намного больше для всех. И для башкир самих, и для республики, и для других народов, проживающих здесь, и для Российской Федерации в целом. К сожалению, у нас так быстро летит время. Хотел отдельным блоком разобрать языковые вопросы, но вот совсем, видимо, коротко придется. Как-то вот на оперативке в октябре вы высказывались, что одной из причин, значит, большого количества ошибок на вывесках у нас является то, что там конкурсные процедуры выигрывают фирмы-изготовители, находящиеся за пределами республики. Перевод вывесок они делают через онлайн-переводчики, в общем, никто это не контролирует и так далее. Вот эту проблему вы озвучили, что там дальше? Так и останется у нас или все-таки как-то решится этот вопрос? Ну, работает комиссия по языкам, работает служба по вывескам, которая собирает информацию, анализирует, готовится. Ну, то есть результаты работы комиссии... Пока еще нет. Да. Ну, понятно, что проблема языков — это не только проблема вывесок, да, она более глобальная. У нас тут еще и споры есть, надо изучать, не надо изучать. Но, опять же, в статье вы писали, что с пониманием относитесь к тем людям, которые, там, не будучи башкирами, не хотят изучать башкирский язык, в частности. Здесь, в общем, позиция понятна. Вот я ваше мнение по-другому хотел спросить. Северо-западный диалект башкирского языка. Мнение тут вообще целый пруд-пруди. Кто-то говорит, что северо-западный диалект не существует, кто-то говорит, что он существует, кто-то говорит, что это вредно для татар, кто-то говорит, что наоборот, для самих башкир это вредно, потому что фактически признается татарский язык, скажем, башкирским, и он будет развиваться. Не зря ли всю эту историю подняли вообще, вот на ваш взгляд? Может быть, жили бы, как и раньше, и нормально, и не пытались бы там людей доказывать кому-то, что на самом деле по происхождению одни башкиры, а другие нет? Ну, во-первых, вся эта история, которая идет по северо-западному языку с позиции республиканских властей, она идет только в рамках научного дискурса. То есть тот же Кузеев признавал его наличие, ряд филологов, ученых начала 20 века, середины 20 века, современные наши ученые говорят, что это есть, да, вот этот диалект, он есть. Есть население в северо-западных районах республики, которое говорит, что наш язык вот башкирский, вот он у нас вот такой. Поэтому тут же важно что? Во-первых, если кто-то считает, что это есть, и это для него родной язык, вот он вот такой, то мы не можем запретить этим людям так считать. Или отказывать им в праве изучать, исследовать это направление. Понятно, что эту историю пытаются политизировать. Считая, что там, перед переписью сейчас мы будем переписывать всех татар и так далее, и так далее. Все эти обвинения беспочвенны. Республиканская власть пошла по пути
научного дискурса и просвещения. То есть поэтому мы создали такой проект, поддержали цифровизацию архивов, Башархив, заходят, смотрят архивные данные. Если для него это что-то значит, он определяет свою идентичность, учитывая эти знания, эти данные и так далее. Но никто никого не заставляет. Никто же никому... У нас до конца полминуты. Короткий вопрос, короткий ответ. Межконфессиональные браки, на ваш взгляд, это больше плюс или как бы это минус? Я считаю, что это вообще очень интимная сторона жизни людей, в которую ни церковь, ни думы, ни государство